Точно так же, как я тут недавно был на совещании по новым технологиям, и обсуждались там новые формы к подходу, финансирования новых технологий. Я задаю вопрос, а вы знаете вообще-то, что на сегодняшний день вот в сельском хозяйстве тратится много миллиардов на разработки, которые в бизнесе не используются вообще? Разработки семян, которые мы не используем вообще. Разработки генетики, которые мы не используем вообще. Сегодня финансируется, например, порода коров якутская, которая производит на голову молока в 10 раз меньше, чем в среднем в Соединенных Штатах Америки, и там раз в 7 меньше, чем сразу видно, что не советский человек. Передовые. Нет, ну... Потому что наша микроэкономика самая макроэкономика в мире. Наши микроплаты самые большие платы в мире. У нас же так всегда гордились, понимаешь? Ну, у нас же были множество этапов в истории Поэтому России, что когда такое мы... якутская корова? Вообще сам факт, якутская корова. Ну, вот то есть она чем отличается? Она может бить в бубины мохнатые, что ли? Это ты считаешь, что она должна давать эффективное молоко? А у них может быть другая идея. Может, он должен, якутская корова, не знаю, там ягель копытом должна выбивать. Но, тем не менее, те, кто производит эту корову, сегодня получают государственную Охренеть. поддержку на ежегодные... Неразумнее там вроде олени всегда были, нет? Ну, очень много вопросов такого же плана возникает. И можно в любую отрасль пойти. А кто это определяет, объясни мне? Ну, как, есть определенные департаменты в министерствах, да, которые занимаются, по сути... А якуты знают, что им корову вводят? Ну, кто-то, наверное, где-то там, значит, эту породу разводят и получают деньги. Я даже не удивлюсь, если... Им все равно, получают они эти деньги или не получают они эти деньги в той же Якутии. Пошел наезд, ну и на меня, естественно, тоже. Якутская корова! Не трожь якутскую корову, она вместо молока сливки дает. Ее в советское время как раз и повывели канадской породы. Но не живут там другие коровы, недогоны. А может, они там и не нужны? Может, дешевле молоко завозить? Якутская корова, вспомнил фильм «Гараж». Там невидный занимался мартышками в условиях Крайнего Севера. Ну да, правильно. Нет, ну давайте тогда сделаем музей достижения советской генетики и будем финансировать музей достижения советской генетики. Но давайте, ну не на всю страну, тонким слоем размазывать. Якутская корова дает много навоза. Я уверен, что для якутов это принципиально важно на сегодняшний день. Вот вопросы, которые сегодня встают. Поэтому, возвращаясь, да, я понимаю, что я могу сосредоточиться только на своих проблемах своего, как себя, как предпринимателя. И, в принципе, да, в своем маленьком пространстве как-то развиваться, но я понимаю, что я мог бы удвоить объемы собственного производства, если бы у меня был нормальный доступ к ресурсам, если бы я не знал, что будет сюрпризы. То, что я говорил в первом часе. Если у тебя потребительская корзина в рублях, то населению пофигу, какой обменный курс. Да, рубль-доллар. Если у тебя местный производитель, у которого цена не растет в зависимости от курса. Да. И более того, мы сегодня на самом деле в этой ситуации становимся более конкурентоспособны, но мы не пользуемся. Мы не пользуемся этой ситуацией. Нет, Япония как раз это сделала, и Китай это сделал. Они умышленно ослабляли свою валюту, чтобы развивать свою промышленность. Но они, кроме этого... А мы одной рукой за нас валюту ослабляют, но вместо того, чтобы дать возможность промышленности развиваться, мы ее душим. Да. И мировой опыт показывает. Вот великая американская депрессия 30-х годов. Что сделало государство? Выпустила государственные облигации, на эти деньги вкачала строительство дорог, строительство инфраструктуры. Ну, почти вся американская инфраструктура появилась именно в те годы. Да, потому что надо людей стало загрузить. Крупнейшим нанимателем. Да. А мы боремся с инфляцией, и боремся с инфляцией таким образом, что, по сути, обнищало наше население. То есть у нас покупательная способность населения упала. Потому что они покупают не произведенные в России, да, а закупленные за рубежом. И мы только ослабляем этими действиями рубль. Человек пишет, может, молоко из Штатов завозить? Я вас так понял, Владимир, если вы меня так поняли, значит, вы идиот.
Если вы считаете, что в Якутию надо завозить молоко из Штата, значит, вообще не слушайте передачу. Просто на территории России есть возможности выводить не якутскую корову, которая дает недостаточный надой, а разводить породы, которые дают молока, конкурентно способны по сравнению там, с западным. И все И поставлять в Якутию с территории России. Да. Потому что в рублях дешево, в валюте будет дорого. Все страны мира перекупают друг у друга генетику и ее развивают для того, чтобы быть передовыми. А мы движемся в обратном направлении. Мы финансируем то, что заведомо уже безнадежно отстало от международных достижений. Вот это самое страшное. И но народ теперь стебется. Новая порода якутская ездовая. Есть еще версия, что якутская корова – это олень. Вы просто не поняли. Это было бы смешно, если бы это не было так сильно грустно, потому что ты видишь огромные средства, которые... Это из той же серии, как система племподдержки на сегодняшний день идет по принципу племдиректора. Ну, то есть деньги получает не за корову по ее генетическим возможностям, а если ты руководитель племхозяйства, неважно, какие у тебя коровы, ну, ты получишь деньги. Главное, ты должен иметь статус племдиректора, племхозяйства. А он что, сам оплодотворяет, простите? То есть он и есть племдиректор, это и есть семенной бык? По логике, если так идет пересчет, то только во всех странах мира идет генетический анализ каждой индивидуальной коровы, и она является на индивидуальном учете. У нас в России вот хозяйство, на тебе сертификат, ты племхозяйство, значит, все твои коровы по определению племенные, независимо от чего, и ты получаешь поддержку на каждую корову, независимо от того, какие показатели у каждой индивидуальной коровы. Чего ж вы до сих пор не стали племхозяйством, Андрей? Ну, на самом деле, наше хозяйство тоже является племхозяйством, только вопрос в том, что мы даем 9 тысяч на голову надоя, а есть хозяйства, которые дают в 2 раза меньше и тоже получают точно так же поддержку. Вопрос, а какой же стимул? Где стимул? Спрашивают по поводу коров. А Мерседес лучше Жигулей? Что же вас не закрыли? Отрасль селекции не надо гробить, вы не понимаете. А Мерседес дороже Жигулей. Это категория цена-качество. Вот население может себе позволить энное количество производства там, российских автомобилей. Часть населения может позволить те. Когда ты занимаешься селекцией, чтобы вывести Жигули, то это должно быть экономически обосновано. В случае молока это экономически не обосновано, судя по всему. Так как там нет никакого обоснования. В 20 раз меньше. Поэтому вы не «Жигули» получаете, вы за бешеные деньги получаете хреновню. То есть вы платите как за «Мерседес», а на выходе у вас «Жигули». Обычно это раздражает. Популярно объяснил Соловей.